Малгобек – лагерь «Нефтяник». С начала лета провести с пользой время сюда приезжают сотни мальчишек и девчонок. Привлекают красивые места, свежий воздух и развлекательные мероприятия для интересного и запоминающегося досуга. При таких условиях, казалось бы, вопрос о пожарной безопасности даже не должен возникать. Если бы не одно «но». После проверки первого же спального помещения под наблюдение комиссии оказались неисправные индикаторы дыма. Почему здесь отсутствует? Вы не знали, да? Да? А раньше было такое? В начале смены мы проверили, все сделали. Это после проверки, да? Но все-таки Именно из таких недосмотров сложилась целая цепочка ошибок, приведшая к гибели детей в Хабаровске. Трагедия, унесшая жизни 4 детей, заставила задуматься, сколько еще таких лагерей, как Халдами, и кто следит там за безопасностью. Четких норм такого контроля, как выяснилось, нет. Поэтому разработаны методические рекомендации, предполагающие соблюдение элементарных требований пожарной безопасности. Они включают в себя наличие системы пожаротушения, лестницы, вентиляционные и дымовые каналы, а на стенах обязательны планы эвакуации при пожаре. Почти на всех дверях стоят номера пожарных. Нам объясняют, что делать при случае пожара, куда идти, что делать или кому звонить. Вот ты знаешь вот эти вот правила? Да. При случае пожара надо выбежать из палаты, пойти к воспитателю. Если нет воспитателя, взять огнетушитель и попробовать потушить пожар сам. Нас недавно учили пользоваться огнетушителем. Особое внимание комиссия уделяет наличию огнетушителей. Красные баллоны в лагере, как и положено, находятся в отдельном щите, который размещен доступным как для взрослого, так и для любого ребенка месте. Здесь лопата должна быть, ведро, топор. У нас щиты в полной комплектации все находятся. Тоже детям показываем, объясняем, что для чего нужно. В каждом щите по 2 огнетушителя, и думаю, этого достаточно. Таким набором первичных средств пожаротушения в лагере укомплектованы еще 3 пожарных щита. Все они включают в себя немеханизированный инвентарь для борьбы с возгораниями на начальных стадиях. Если же их будет недостаточно, чтобы потушить пожар, во дворе стоит наполненный водой пожарный водоем. Алгоритм его использования знаком каждому воспитаннику. В лагере регулярно проводятся пожарно-практические учения. Впрочем, если и не знаком, достаточно оглянуться по сторонам. Вся необходимая информация на виду. К нам приходят работники МЧС и рассказывают нам подробно, что надо делать. Как они говорят, главное правило – это никогда не паниковать, не разбегаться, чтобы другие тоже не поднимать шум. Просто собрать всех вдали от пожара, выйти из палаты. Взрослым сказать, воспитателям. Если воспитателя не находим, то самим постараться. Для этого нам показывают, как нужно пользоваться огнетушителями. Нас обучают, нам рассказывают, как правильно себя вести при таких вот ситуациях. Правила пожарной безопасности изучают не только воспитанники лагеря, но и воспитатели. При ЧП вожатый должен действовать по инструкции, разработанной для его конкретной группы и помещения. Собрать детей, посчитать их, сообщить в службу спасения 01, как директорам, наверное, старшим воспитателям. Мне кажется, более безопасное место. Все в этот круг собираемся уже, и всех видно, кто здесь, кто отошел. После пожара в Хабаровском детском лагере такие проверки идут по всей стране. В Ингушетии инспекционные проверки проходят под комиссией народного контроля. На самом деле этот лагерь проходит постоянные проверки у управления МЧС. В этой части более компетентны у нас, конечно, органы МЧС. Нами были обнаружены небольшие недостатки. Они донесены до руководства лагеря и будут устранены в ближайшее время. На то, чтобы устранить все допущенные нарушения, руководству даются сутки. Если же меры приняты не будут, нефтянику может грозить и закрытие. Радат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24.